Наконец-то огласка проблемы в Таджикистане дала свои плоды. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как то, что население не молчало о своих проблемах и помогло распространить проблему известного журналиста, заставило правоохранительные органы пошевелиться. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд района Исмаили Самани города Душанбе приостановил рассмотрение дела против журналиста и блогера Абдусаттора Пирмухаммадзада. Судья попросил Генеральную прокуратуру Таджикистана проверить заявление подсудимого о пытках в ОМВД по городу Вагдад, сообщил источник. Известный блогер в письме из СИЗО и в ходе судебного процесса заявил, что под психологическим и физическим давлением дал признательные показания. Источник в суде района Исмаили Самани сообщил 29 ноября на условиях анонимности, что проверка заявления подсудимого Абдусаттора Пирмухаммадзада началась в середине прошлой недели. По его словам, Абдусаттор Пирмухаммадзада во время судебного процесса несколько раз заявлял о пытках со стороны сотрудников Вагдадского ОМВД. В связи с этим судья попросил Генпрокуратуру проверить заявление подсудимого о пытках. В судебном процессе объявлен перерыв. Рассмотрение дела возобновится после получения заключения следователей прокуратуры, добавил собеседник. Абдусаттор Пирмухаммадзада в своем письме, отправленном из СИЗО в прошлом месяце, заявил, что не верит в правосудие в Таджикистане и уверен, что приговор ему будет вынесен еще до ареста в коридорах власти. Абдукарим Пирмухаммадзада, брат блогера, в телефонном разговоре сказал, что родные и близкие ждут беспристрастного и справедливого расследования следователями Генпрокуратуры Таджикистана фактов пыток блогера в ОМВД по городу Вагдад. Абдусаттор Пирмухаммадзада в письме из СИЗО отмечал, что с первых дней ареста подвергся жестоким пыткам. «Меня избивали и пытали током, что не хотелось жить», писал блогер. А как вы думаете, будет ли справедливое решение в суде? Или это показуха? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Источник, близкий к следствию, передал копию письма блогера, в котором он сообщает о пытках и избиениях во время допросов в УМВД и следственном изоляторе. 44-летнего блогера Абдусаттора Пирмухаммадзада 8 июля вызвали на допрос в УМВД по городу Вагдад, и после этого родственники его больше не видели. В письме из СИЗО блогер заявил, что с первого дня задержания подвергся жестоким пыткам и психологическому давлению. Сотрудники милиции и следователи пытались заставить дать признательные показания по сфабрикованным, по его словам, обвинениям. 8-10 дней пыток, полной изоляции, угрозы и оскорбления в адрес моей семьи заставили меня взять на себя преступление, которого я не совершал. Я под физическим давлением прочитал на камеру подготовленный сотрудниками УБОП МВД Таджикистана текст о якобы постоянном контакте с лидером оппозиции Мухиддином Кабири и подготовке вместе с ним революции в Таджикистане, писал Абдусаттор Пирмухаммадзада. Председатель Национального альянса Таджикистана, в который входят 4 находящиеся за пределами Таджикистана оппозиционные группы, отверг контакт с задержанным блогером. Абдусаттор Пирмухаммадзада, бывший сотрудник радио Садаи Душанбе, стал известен 2 года назад после публикации своего видеоролика в День президента, отмечаемого 16 ноября. Журналист, который, по его словам, был вынужден заниматься частным извозом, рассказал, что шокирован бездарной работой ГАИ, сотрудники которой придираются к водителям по любому поводу и даже за незначительное нарушение выписывают им большие штрафы. Вскоре после этого Абдусаттор Пирмухаммадзада открыл свою страницу в YouTube, на которой стал публиковать видеоролики на злободневные темы. За последние полгода в Таджикистане арестовано 7 блогеров и журналистов. 4 из них были осуждены на сроки от 7 до 10 лет. Судебные процессы проходили при закрытых дверях. Журналистов признали виновными в распространении заведомо ложных сведений, участии в экстремистском объединении, в сотрудничестве с запрещенными в стране организациями. Международные правозащитные организации, в том числе ОБСЕ, осудили задержание журналистов и призвали власти Таджикистана соблюдать свои международные обязательства в области свободы слова и прекратить преследование, угрозы и давление на журналистов. Реакции Душанбе на эти призывы не последовало. Как вы думаете, эта повторная проверка что-то даст? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы думаете, что сейчас происходит в Таджикистане? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!